Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе 30 законов, 87 различных постановлений, ратификация соглашений. Спикер Валерий Кварча подвел итоги работы парламента за год. По числу погибших в Агу посадили 94 дерева в память о преподавателях и студентах, павших в войне. Мы за чистую Абхазию. Под таким девизом по всей стране прошел субботник. Астамур Джопуа приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Такое решение принял Сухумский районный суд под председательством судьи Александра Степанова. Джопуа Астамур обвинялся в совершении изнасилования в отношении заведомо малолетней, угрозе убийством и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. Он признан виновным по всем пунктам и статьям обвинения. Судом в отношении Астамура Джопуа назначены также дополнительные наказания в виде запрета права занимать должности в системе государственных органов сроком на 3 года после отбытия основного наказания. Также Астамур Джопуа был разжалован и лишен всех воинских званий. Как сообщает Генпрокуратура, до вступления в законную силу приговора, составляющего 15 рабочих дней со дня изготовления полной версии, названное или озвученное лицо не считается виновным. 12 апреля исполнился год со дня начала работы Народного собрания парламента Республики Абхазия 6-го созыва. Итогам деятельности главного законодательного органа страны была посвящена пресс-конференция спикера парламента Валерия Кварча. Репортаж Ирины Аршба. Первый год работы парламента был сложным, но насыщенным, отметил Валерий Кварча, открывая пресс-конференцию. Формирование структуры парламента заняло немало времени. Вместо 7 комитетов было сформировано 9. И так как депутатов всего 35, один народный избранник принимает участие в работе сразу 2 комитетов. Создано несколько временных парламентских комиссий, в том числе по сотрудничеству с Госдумой Российской Федерации и Советом Федерации, по контролю за ситуацией с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Абхазии, по разработке законодательства о госслужбе, законодательства в социальной и налоговой сферах. За прошедший год парламентом рассмотрено 35 законопроектов, 30 из которых принято в окончательном чтении. Ратифицировано 7 межгосударственных соглашений, в числе которых соглашения по ИКЦ и по организации обязательного медицинского страхования граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, льготного обеспечения медикаментами отдельных категорий граждан. Валерий Кварча высоко оценил роль парламента в разрешении ситуации, имевшей место в республике в начале января. По словам спикера, определенные трудности в работе Народного собрания возникали при решении кадровых вопросов. По различным причинам определенные трудности возникали при решении кадровых вопросов. Наконец, сформирован полный состав Конституционного суда Республики Абхазия. Избраны судьи Верховного суда, председатель Верховного суда, избраны также судьи Арбитражного суда. В решении парламента назначены председатель контрольной палаты Республики Абхазия и уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия. Спикер Валерий Кварча рассказал журналистам и о деятельности Народного собрания по налаживанию межпарламентского сотрудничества и международных связей. Так, в течение года состоялось немало встреч с представителями разных стран – России, Приднестровья, Южной Осетии, Иордании и Сирии. Журналистов интересовало, когда будут приняты поправки в закон о гражданстве Республики Абхазия в части обмена общегражданских паспортов тем, кто в период с 1994 по 1999 годы не находился на территории Абхазии. Этот вопрос должен решиться как можно быстрее, считает спикер. Надо все это изучить и принять правильное решение. И при том, чем быстрее, тем лучше. Закон об оружии начали обсуждать еще депутаты парламента 5-го созыва. Тогда законопроект вызвал много споров и в итоге не был принят. По мнению Валерия Кварча, эту работу надо продолжить. Этот законопроект вызвал очень много споров. И в конце концов, даже в первом чтении неоднократно проводили заседания, даже с привлечением людей. Вот сейчас опять это становится актуальным этот вопрос, и идут консультации. Я думаю, что в ближайшее время будет обсуждаться с приглашением широкого круга традиционных людей. Вот. Но вопрос тоже сложный.
Что касается закона о полном запрете абортов в Абхазии, Валерий Кварча считает, что депутаты здесь поспешили. Необходимо еще раз пересмотреть законопроект и внести соответствующие поправки, отметил спикер. Мы поторопились, до конца не обдумав последствия этого закона, мы приняли его. Раз мы приняли, мы должны были дальше посмотреть, что на практике, какие трудности возникают, что какие там недоработки в законе. Сегодня должны внести какие-то поправки, которые позволяют человеку с учетом медицинских показаний отказаться от того, чтобы рожать детей. На пресс-конференции был поднят и вопрос о возрастном цензе для кандидатов в президенты, который в последнее время обсуждается в обществе. По мнению Валерия Кварча, необходимо поднять нижнюю планку возрастного ценза, но верхнюю планку поднимать не стоит. Я после вот этих наших парламентских выборов был очень настроен на то, чтобы быстро, в первую очередь, поправки внести в избирательный закон и поднять нижнюю планку. И многие депутаты тоже так думали. Но с появлением желания повысить верхнюю, уже начинаешь думать, это первое, это явно необходимо. Нижняя планка. Теперь ты его вынесешь на сессию, поднимется второй вопрос. Теперь надо убедиться в том, это нужно вот это повышать, снимать планку вот, верхнюю или не нужно. Если перед каждым предвыборным кампанией выбора президента, если мы будем для кого-то снимать, кому-то добавлять, кому-то убавлять, то это будет бесконечно. Спикер парламента Валерий Кварча прокомментировал предложение инициативной группы ратифицировать 20-ю конвенцию ООН, предусматривающую уголовное наказание за незаконное обогащение. Как известно, недавно в Народном собрании состоялась встреча депутатов с инициаторами предложения. Часть депутатов наших считают необходимым декларировать доходы. Я тоже в том числе. Такая разница между богатыми и бедными людьми, что дальше некуда. Люди получают столько же зарплаты, сколько я или вы, но они разгружают на сотни, тысячи, миллионы. Независимо от того, от нашей реакции, уже в обществе это обсуждается, эта проблема уже обсуждается, а может вдруг на самом деле созреем для того, чтобы мы приняли такое решение. Журналистов также интересовало, сколько депутатов обучаются в Академии госуправления при президенте России, состояние депутатского автопарка и будет ли создана в парламенте комиссия по этике, которая сможет регламентировать поведение некоторых депутатов во время заседаний и другие вопросы. Ирина Аршба, Саид Агухава, Абхазское телевидение. Командно-штабные мобилизационные учения, которые в эти дни проводило Министерство обороны Абхазии, завершились этапом боевой стрельбы на полигоне Цабал. Министр обороны Мираб Кишмари, наблюдавший за учениями, дал высокую оценку действиям резервистов. Репортаж Сарисмар. Резервисты Гудаутского района успешно поразили цель. Учения проходили в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Абхазии на зимний период обучения. В них принимали участие 6-я стрелковая бригада резерва и 2-й стрелковый полк. Согласно планам Минобороны, учения резервистов проходят 2 раза в год с поочередным привлечением районных бригад. Сегодня мы находимся на 3-м заключительном этапе. Это полигон Цабал. 9 у нас учебных мест. Мы в 11 часов построили, как положено, довели, зачли безопасность. Я, как вижу, значит, занятия проходят хорошо. Помимо резервистов Гудаутского района, в учениях принимали участие артиллерийский полк Министерства обороны и Ачимчирская мотострелковая батарея. Перед началом стрельб резервистов проинструктировали, выдали оружие и только потом отправили на стрельбище. Резервисты с пониманием подошли. И большое желание у каждого из них. И военному делу надо учиться, надо омолаживать наши ряды. Есть у нас ребята, которые принимали в боевых действиях в нашу Отечественную войну 92-3 года. Их надо как бы заменять и офицеров обновлять. Ну, пока они с нами в строю, молодежь также с желанием подходит, как говорится, с ответственностью к этим делам.
В назначенное время подразделения приступили к выполнению поставленных задач. Резервисты открыли огонь по противнику, наступающему со стороны гор. К началу учений над полигоном навис густой туман, но это не помешало подразделениям выполнить боевую задачу. Среди резервистов много молодых, и этот факт ветераны Отечественной войны народа Абхазии восприняли с воодушевлением. Подтягивать молодежь, я думаю, это самое главное. Это призывает нас к порядку, это помогает овладевать какими-то военными навыками на самом деле. И та победа, та независимость, которая у нас сегодня есть, ее нужно сохранять именно вот такими вот совместными с ветеранами, старшее поколение, младшее поколение, молодое, вот выходами на стрельбище, на учения. За учениями на полигоне Цабал наблюдал министр обороны Мираб Кишмария. Он высоко оценил работу резервистов и поблагодарил их. Также всем участникам боевых стрельб были вручены наградные листы Министерства обороны Абхазии. Цария Смыр, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. А сейчас о нелегкой судьбе ветерана Отечественной войны народа Абхазии Анатолия Филатова, добровольца из Московской области. После войны он испытал немало трудностей. Инвалид первой группы. Долгое время Анатолий Филатов был без определенного места жительства. Его рассказам об участии в войне мало кто верил, но спустя время Министерство обороны Республики подтвердило этот факт. И Анатолию Филатову официально вручили документы участника войны и паспорт. Алика Трапш продолжит тему. О нелегкой судьбе Анатолия Филатова стало известно 3 года назад, после выхода в эфир Абхазского телевидения сюжета о нем. Речь шла о жившем в палатке на Сухумской набережной человеке без определенного места жительства. Это и был Анатолий Филатов. Он рассказал о том, как попал в Абхазию. Как говорит Анатолий Филатов, он уроженец Московской области. Впервые приехал в Абхазию добровольцем на войну. В каком именно батальоне он воевал, узнать пока не удалось. Но, по словам самого Филатова, он был дважды ранен. Первый район был в Гаграх. Пизуном было первый район. И потом в Галях уже когда закончили войну. И когда закончили, перестали меня и подбил. И там просто загорелся. Вот, и ребята меня спасли. Нас принимал Арзенбах. Еще на Псову, когда приехали. Форсирование реки Гумиста для Анатолия Филатова стало роковым, определившим весь его последующий жизненный путь. Бурный поток унес его паспорт и другие документы. Документы все должны в реке Гумисте. Вымыло с кармана все. Пенсии не получаю, ничего. Пока гражданин России пытался выехать на родину, прошло время, а жить было негде. Некоторое время он жил в одной семье в селе Кындых. Там он помогал по хозяйству, а после ушел оттуда, скитался и впоследствии оказался на улице. Анатолий Филатов едва мог передвигаться, питался тем, что приносили ему горожане. На Сухумской набережной в палатке он прожил 2 года. Уже после нашего сюжета благотворительная организация «Кераз» поместила Анатолия Филатова в клинико-больничный реабилитационный центр в Гагре для восстановления здоровья. Здесь он пробыл 3 года. К нам привезли Анатолия Григорьевича в тяжелом состоянии. Здоровье было очень подорвано. Человек не передвигался, плохо разговаривал. Было у него и воспаление легких, и суставы больные. 3 года подряд наши врачи, медсестры, мы все ухаживали за ним, назначались неоднократно курсы медикаментозного лечения. В настоящее время у него нет хронических тяжелых заболеваний. Конечно, суставы немножко подводят, сказываются ранения, полученные во время войны. То, что Анатолий Филатов был добровольцем во время Отечественной войны народа Абхазии, доказать было непросто. И тогда представители Республиканской ассоциации инвалидов войны решили выяснить это. Я нашел командира его, Хвыча Кишмария. Переговорил я с ним. Потом из Гела Ивановича, естественно, поехали мы в Министерство обороны. Встретились с Мирабом Борисовичем Кишмария. Мираб Борисович, конечно же, сразу же отреагировал. После тщательной проверки в Министерстве обороны Абхазии подтвердили участие Анатолия Филатова в войне. Затем начали собирать документы. И вот, наконец, Анатолию Филатову вручают паспорт гражданина Абхазии и документы, подтверждающие его инвалидность. Вот все тебе документы готовы.
Пенсия готова. Живи и здравствуй. Держи. Анатолий Филатов не может сдержать слез. Ведь этого события он так долго ждал. Он благодарит всех, кто оказался неравнодушным к его беде. Дай мне здоровья, счастья и здоровья жизни. Мира, земли, дай Бог, чтобы и дети. Анатолию Филатову 78 лет. По его словам, родственников в России у него нет. В понедельник его отправят в Сухумский дом-интернат для престарелых, где он будет находиться под медицинским наблюдением. Алика Трапш, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. По числу погибших в Агу посадили 94 дерева в память о преподавателях и студентах, павших в войне. Прошло 25 лет спокойной жизни под сводами чистого мирного неба. К дате окончания Отечественной войны народа Абхазии и было приурочено мероприятие, организованное студентами университета. Студенты второго курса исторического факультета АГУ во главе с деканом Аликом Габеля с утра занялись посадкой деревьев. Их 94 по числу студентов и преподавателей университета, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии. Среди них десятки таких же юных ребят, сердца которых не дрогнули, когда пришла пора встать на защиту Родины. Благодаря им мы сегодня радуемся мирному небу над головой, возможности учиться, да и просто жить. Отрадно, что молодые люди, в частности студенты, это понимают и чтят память тех, кто ценой своей жизни принес Родине победу. Студенты, сидя в своих аудиториях, смотря в окно, будут смотреть на эти деревья, видя этот сквер, будут вспоминать, что война – это, скажем, очень плохо, это самое страшное, что может произойти в нашей жизни. И как бы стремиться к тому, чтобы поддерживать мир в мире и помнить о наших, скажем, предшественников, которые отдали жизни за наши. Этот сад, он как увековечивает память погибших героев. Вот, и я надеюсь, что следующие поколения студентов, они будут любоваться этим садом. Идея с высаживанием деревьев принадлежит самим студентам исторического факультета, а деканат и руководство университета, конечно же, поддержали благое дело. Расчисткой территории и посадкой саженцев преподаватели занимаются бок о бок со студентами, подавая подрастающему поколению пример единства и взаимопомощи. Мы посадим 94 дерева, это многоплодник, и посередине будет дуб. Для чего мы это делаем? Чтобы студенты помнили, какой ценой досталась нам победа. Подобные акции, инициаторами которых является молодежь, дают надежду на светлое будущее страны. Совсем скоро на этом месте появится цветущий зеленый парк, который будет напоминать всем нам о том, что жизни 94 молодых людей-студентов, преподавателей АГУ цвели так же, пока их не настигла война. Война, в которой они потеряли самое ценное – жизнь. И пока мы будем помнить их имена и отдавать дань их светлой памяти, они будут жить в наших сердцах. 14 апреля – День работника налоговых органов Республики Абхазия. 24 года назад, 14 апреля 1994 года, председателем Верховного суда Республики Абхазия Владиславом Арзенба было подписано постановление о создании Государственной налоговой службы Республики Абхазия. Указом президента Республики Абхазия в декабре 2002 года была преобразована в Министерство по налогам и сборам. Накануне своего профессионального праздника коллектив Центрального аппарата и территориальных инспекций Министерства по налогам и сборам республики возложили цветы к мемориалу погибших в парке Славы в центре столицы. Наше сегодняшнее мероприятие приурочено к дню основания налоговой службы. В этом году исполняется 24 года со дня основания Государственной налоговой службы Республики Абхазия. Хочу искренне от всей души поздравить всех сотрудников налоговых органов в лице тех, кто стоял у истоков создания службы, с профессиональным праздником, пожелать им благополучия, пожелать им здоровья, мира, успехов в работе, профессионального роста, карьерного роста и выполнения поставленных перед нашей службой задач. «Мы за чистую Абхазию» под таким девизом в стране прошел субботник в рамках подготовки к курортному сезону. В соответствии с распоряжением главы столичной администрации Эдгура Харазии в Сухуме прошел общегородской субботник. Откликнулись многие, но далеко не все. В столичной администрации надеются, что в следующий раз людей будет больше.
Столица готовится к курортному сезону. Жители Сухума откликнулись на призыв городской администрации принять участие в общегородском субботнике. Правда, людей было не так много, как хотелось бы. Но, как сказал мэр города Адгур Харазия, остается надеяться, что люди наконец-то осознают, что чистота и порядок нужны не только гостям, приезжающим в наш город, а в первую очередь нам самим. В городе немало патриотов, которые любят свой город, но выходит людей на работу мало. К сожалению, мало. Но они есть. Они есть. Но я думаю, что здесь и вина наша тоже. Может, мы поздно объявили об этом, и не каждого дошла информация. Это не первый субботник, поэтому я надеюсь на то, что горожане с каждым разом больше и больше будут вовлекаться в этот процесс. Сухумская городская администрация подготовилась к субботнику. Для его организации были задействованы все коммунальные службы и роздан необходимый инвентарь. Сотрудники столичной администрации вышли на уборку дороги, ведущей на Сухумскую гору. Но надо отметить, что вот сейчас с среды мы будем убирать будки, бесхозные будки, которых в городе очень много, но издано распоряжение. И со среды мы их начинаем всех убирать. И ближайший субботник намечен еще на 20-е. Торгово-промышленная палата привела в порядок территорию парка Свободы, над которым она шефствует на протяжении ряда лет. Сотрудники ТПП подмели дорожки, расчистили траву вдоль бордюров и побелили их. В парке также проводятся работы по выкладке тротуарной плитки 550 квадратных метров за счет собственных средств ТПП. К участию в субботнике подключились гильдии пекарей, строителей, Абхазский союз туризма, Ассоциация женщин-предпринимателей, Союз транспортников Абхазии. Массу проблем коммунальным службам города доставляют посетители пляжа. Бутылки, пластиковые пакеты, пачки от сигарет. Огромное количество мусора превращает прибрежную зону в свалку бытовых отходов. Привести в порядок одну из прибрежных зон в районе Сухумского пивоваренного завода взялись сотрудники завода. С одного только этого участка за несколько часов было вывезено более 8 грузовых машин с мусором. Жители столицы, принявшие активное участие в общегородском субботнике, в один голос говорили о том, что подобного рода мероприятия нужно проводить чаще. С утра, несмотря на непогоду, мы все вышли, я имею в виду, это наш пивоваренный завод, почти все сотрудники, это около 100 человек. К нам присоединились еще школьники. Абхазия – это наш дом. Если мы не будем поддерживать чистоту в нашем доме, то, естественно, никто за нас это не будет делать. И мы все хотим жить в уютном, чистом доме. Хорошо, что есть те люди, которые готовы уделить несколько часов на то, чтобы сделать нашу с вами столицу чище и комфортнее. Именно такой она и должна быть всегда. Ведь не зря говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Рената Шакая, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. На уборку парков, дворов и улиц вышли и жители города Гагра. Здесь и представители районной администрации, учреждений, общественных и молодежных организаций, школьники. Вооружившись вилами, граблями и лопатами, они собирали мусор, срезали с деревьев старые ветки, приводили в порядок тротуары, очищая от грязи и пыли. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью слабый дождь, днем осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 7-12, днем 13-18 градусов. Температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.